А чувашская легенда о великане Улыпе не только в точности повторяет миф о Прометее, но и явно указывает на связь с амазонками. Священная гора Арамази, к которой был прикован чувашский великан Улып, находится на Кавказе. Там, где в древности жили амазонки, и откуда они начали путь на Волгу. Через священную гору Чувашей Арамази, это в 20 километрах от Тбилиси гора находится, они перешли в Дагестан. Вот к этой горе Арамази был прикован первопредок Чувашии, гигант Улып. Орел прилетал, клевал его печень, там прочее. Вспоминайте Прометея. Племя амазонок двигалось с побережья Черного моря вглубь материка. Амазонки, дошедшие до Волги, влились в существовавшую здесь в то время Волжскую Булгарию. У булгарских народов есть легенды о девичьих городах, в которых жили женщины-воины. Но самое необычное доказательство пребывания амазонок на территории Чувашии – женский национальный костюм. Откуда в нем появились элементы воинских доспехов? Существует исследование некоторых ученых, значит, о наших предках, которые все-таки жили при Черноморье, при Азовье, когда там наблюдался культ женщины-воительницы, так называемой амазонки. И поэтому вот эти отголоски, они, наверное, перешли все-таки и в костюм. Студентка художественного училища Мария Душонкова уверена, это влияние амазонок. Свою дипломную работу девушка посвятила этой теме. Я в своей работе как бы провела параллели между чувашским костюмом и костюмом женщины-воина. Именно потому, что, мне кажется, они очень чем-то похожи вообще. Головной убор, похожий на шлем, защита на руках и груди. Изучая историю народного чувашского костюма, Мария все больше и больше убеждалась, когда-то женщины воевали. От костюма воина также идет защита грудная, нагрудные украшения. Все вот эти вот чувашские очень похожи на защиту у воина. Также идет защита пояс и боковые вставки на поясе для защиты ног у воина и сзади на спине треугольник. Защита тоже спины, пояса. И по спине идет такая полоса из монет. Тоже защита спины и позвоночника. Вес такого костюма около 16 килограммов. Не каждой женщине под силу носить такие украшения. Руководитель диплома Николай Болтаев говорит, что в древности костюм был обшит булатными пластинами. Булат – это выкованная сталь, специальной термической обработкой проводится. Потом, в принципе, она не изнашивается, очень становится прочной. Невозможно пробить любую, копья не могут пробить, стрелы и так далее. Я лично делаю вывод, что это были доспехи. Потом они перешли в качество декоративного украшения. Коллекционер Владислав Николаев говорит, что монеты появились в женском костюме лишь в конце 17 века, после того, как Иван Грозный запретил чувашам обрабатывать металл, то есть ковать оружие. Когда вот эти пошли уже в княжество, уже начали собирать серебряные вот эти маленькие монетки, все это начали обшивать, все делать. Это была попытка истребить военные знания, принесенные амазонками в Чувашию.